Горячий привет, друзья, солнечного Иссык-Куля. Меня зовут Урмат Насыкулов, в эфире телепроект «Тонус». Мы находимся на территории пансионата «Аврора». Сегодня здесь будут проходить соревнования по акватлону, состоящие из бега и плавания. Я обещаю вам, что это очень крутое мероприятие, так что оставайтесь с нами и будьте в тонусе. 16 мая текущего года на побережье озера Иссык-Куль на территории пансионата «Аврора» состоялись первые в Кыргызстане соревнования по акватлону. Данные соревнования были организованы Федерацией триатлона Кыргызской Республики. Акватлон является одной из простейших дисциплин триатлона. Спортсмены соревнуются в плавании и беге. Данные соревнования состояли из двух дистанций – спринт и олимпик. Чтобы пройти дистанцию спринт, было необходимо пробежать 2,5 километра, проплыть 750 метров и снова пробежать 2,5 километра. Дистанция олимпик была в 2 раза длиннее – 5 километров бега, 1,5 километра плавания и в завершении 5 километров бега. Соревнования, являющиеся прообразом современного акватлона, были популярны с начала 20 века среди спасателей. Американская ассоциация спасателей, основанная в 1965 году, провела в том же году первые национальные соревнования по формуле бег, плавание, бег. Современные профессиональные спасатели соревнуются на стандартной дистанции – бег 400 метров, плавание 400 метров, бег 200 метров. Акватлон – это отличная возможность для начинающих спортсменов войти в мир триатлона, а для опытных триатлетов добавить некоторое разнообразие в свою соревновательную программу. В этих соревнованиях приняли участие около 40 атлетов из Кыргызстана, Казахстана, России и даже из Малайзии. Конечно, многих участников привлекла такая прекрасная возможность посоревноваться в живописной местности нашей жемчужины озера Иссык-Куль. Это еще раз доказывает то, что Кыргызстан в будущем может стать меккой спортивного туризма. О том, как прошел первый кыргызстанский акватлон, смотрите далее в нашем выпуске. Будьте в тонусе вместе с нами. Дорогие друзья, мы находимся на месте регистрации. Здесь участники проходят регистрацию и получают какой-то стартовый пакет, я так понял, да? Бегимай, расскажите, пожалуйста, как проходит регистрация, сколько участников заявлено и какие страны они представляют? Регистрация проходит просто отлично. Страны у нас Россия, Казахстан, Малайзия и Кыргызстан, естественно. Участников более 40, но еще будет больше. Мы находимся на месте старта и финиша соревнований. Организаторы производят последние приготовления. Пойдемте с ними пообщаемся. Байкал, приветствую, как настроение? Хорошо, все, спасибо. А расскажите, пожалуйста, людям, которые еще не очень хорошо знают, что такое акватлон, про эти соревнования. Ну, акватлон это вообще является подвидом триатлона, да, одним из, так же как и дуатлон. Акватлон отличается тем, что там нет велоэтапа, то есть спортсмены начинают с бегового этапа, затем они должны проплыть определенную дистанцию в открытой воде и завершить соревнования, опять же, беговым этапом. Расскажите, пожалуйста, какие дистанции сегодня представлены? Сегодня представлены две минимальные дистанции, то есть это спринт и олимпийская дистанция. Время очень удобное, середина июля, погода прекрасная, вода замечательная, и поэтому большое желание у меня появилось поучаствовать в данном соревновании. Попробовать себя в разных видах, не только в беге, но еще и в плавании. Это смысл моей жизни, спорт, потому что я двигаюсь, я живу, я работаю. Движение это жизнь, этим все связано. Если будешь двигаться, будешь работать. Если будешь работать, будешь любить. Если будешь любить, это и есть смысл жизни, поэтому надо двигаться, надо идти вперед. Перед стартом участники проходят последние приготовления. Чтобы не травмироваться на дистанции, необходимо хорошо размяться и растянуться. Так как занимаюсь профессиональным спортом в современном пятиборье, и охота тоже разнообразие такое. И акватлон тоже дистанция большая, там,
Ну, для себя и для интереса. Попробовать свои силы, на что я способен. Уважаемые друзья, до старта остались считанные секунды. Пожелаем удачи нашим участникам. Примечательный тот факт, что акватлон проводится в Кыргызстане у нас впервые, но несмотря на это, в нем принимает участие уже около 40 человек. Я думаю, что это отличный старт, и этот вид спорта будет иметь огромный успех в будущем. Участники на дистанции спринт заканчивают уже свой первый беговой круг, потом они переходят в эту транзитную зону и уже приступают к заплыву. А вот и первый участник, который закончил беговую дистанцию и переходит к заплыву. У него номер 107. Сейчас мы рады приветствовать первую женщину-участницу этого мероприятия, которая уже закончила свой беговой этап и переходит к заплыву. Солнце, воздух и вода – мои лучшие друзья. Сегодняшняя погода на Иссыкуле очень благоприятна для организаторов и участников. Я думаю, это одно удовольствие заниматься при таких условиях. Дорогие друзья, я присутствовал и был участником на многих спортивных мероприятиях, но должен сказать, что организация этого акватлона проходит на высшем уровне. Здесь представлены точки питания, также здесь присутствуют медики и служба безопасности. Ну и для поднятия настроения, конечно же, не обойтись без хорошей приятной музыки. И вот, друзья, мы рады вам представить первого финиширующего сегодняшних мероприятий на дисциплине спринт. Это участник под номером 107 Александр Трибунский. Вот она, триумфальная победа. Александр, поздравляю вас с победой. Какие ощущения? Ощущения хорошие. Гонка прошла тоже хорошо, но на первом круге я по собственной вине не туда свернул и заблудился. И
потерял, в районе, может, минуты, но потом я как бы вышел на верную дорогу, и потом на плавательном этапе где-то 300 метров оставалось, у меня ногу прям судорога страшно схватила, до сих пор не отпускает, и мне пришлось грести как бы одной ногой, а второй я не мог напрягать, вот. Но потом, когда выбежал, уже в себя более-менее пришел и финишнул. Рад, в принципе, все хорошо. Ну, несмотря на это, вы пришли первым, и я думаю, это самое главное. Да. Поздравляем вас с победой, желаем вам всяческих успехов и побед новых. Спасибо. Всего доброго. Дорогие друзья, а следующая наша участница пришла первая на дистанции спринт среди девушек. Поздравляем вас с победой. Спасибо большое. Расскажите, пожалуйста, легко ли было участвовать на дистанции? Самое тяжелое это было плавание, наверное, для меня, потому что бегаю я уже, 2 месяца, а плаваю чуть-чуть, поэтому. А вы изначально ставили для себя цель прийти первой? Нет, для меня была цель вообще пройти дистанцию. Скажите, пожалуйста, с самого начала у вас была какая-то тактика, вы ее придерживались? Да, придерживалась. У меня была тактика: спокойно бежим, спокойно плывем и красиво выбегаем. Тимур, поздравляю с победой на олимпийской дистанции. Как вообще ощущения? Суперский. Как первый раз так участвую. Вообще, блин. Мне понравилось. Да, убийство. А что тебе далось легче, бег или плавание? Ну, я просто бегаю очень быстро. А плавание среднее, думаю, бег удался легче. Бег легче, да? А что ты думаешь по поводу формата мероприятия, именно акватлона? Ну, суперский. Тебе понравилось? Да. Организация вообще классная там. Да. На международном уровне. Как участвую на международных соревнованиях, так же здесь хорошо. Какие ощущения вы испытываете? Ну, я первый раз участвую, и на плавании немножко устал, а вот бег мне еще тут бежать и бежать надо было. Я не устал. Мог бы чуть-чуть дальше был, я бы выиграл бы. Я бы выиграл, сил много осталось. Очень много сил. Дорогие друзья, мы рады вам представить участницу из Казахстана Екатерину и ее болельщиков, которые очень активно болели за Екатерину. Екатерина, расскажите, пожалуйста, как вам акватлон? Классно вообще. Первый раз участвовала в акватлоне, хотя профессиональная триатлонистка в прошлом. Понравилось очень. Организация классная, вообще интересная очень. И трасса супер. О, это такой бешеный вызов в себе. Просто кайф. Я на эмоциях, эндорфин зашкаливает, адреналин зашкаливать. Сложно говорить даже. Во время дистанции посещали ли вас мысли сойти с дистанции, уйти? Нет. Такого не было? Нет. Я поставила цель. Я такой человек, если я цель поставила, я дохожу до конца. Если бы я не добежала, я доползла бы, но до конца. Поздравляю с финишем. Спасибо. Какие ощущения? Ощущения очень приятные, потому что я участвую первый раз в таком виде марафона. И вообще я собой доволен, и вообще я рад, что проводится такого вида мероприятия. Насколько я знаю, это первый акватлон, да. И очень хорошо, что есть такие люди, которые могут проводить это, потому что есть люди, у которых есть желание, но нет возможности. Так вот, вы предоставили нам возможность, я очень рад. И вообще я рад, что добежал всю дистанцию, потому что я не мог толком хорошо подготовиться, так как был пост Рамадан. Я держал пост, и было тяжело оправиться после поста. Так вот, но несмотря на это, я поборол себя. Думаю, это большое достижение, так как это мой первый забег вообще на такую дистанцию. И вот спасибо всем. Надеемся, что первый, но не последний. Да, надеемся, потому что я уже себя проверил, думаю, будем дальше достигать.
Уважаемые друзья, вы могли сегодня стать свидетелями того, как президент Федерации непосредственно сам принимал участие в соревнованиях. Чингис, поздравляю с финишем. Спасибо. Как вообще прошли дистанцию? Мне было очень тяжело, потому что до этого у меня было 2 старта в Казахстане. Чемпионат Средней Азии и недавно вот Любительская федерация Казахстана в Боровом проводила. Вот, это уже 3-я неделя подряд соревнований, поэтому, конечно, было тяжеловато. Но и вот это вот Среднегорье нашей Иссык-Кульской дает о себе знать. Я был на многих спортивных мероприятиях, но данный акватлон на самом деле удивил уровнем организации. Скажите, пожалуйста, какая цель была вообще этого мероприятия? Ну, цель мероприятия, как обычно, популяризация спортивного образа жизни, чтобы люди тренировались, чтобы у них была какая-то цель, чтобы они готовились к определенным соревнованиям, ходили в бассейн, бегали по утрам, чтобы как бы наша страна становилась здоровее. Поэтому я надеюсь, мы стали на 1 шаг ближе к нашей цели благодаря акватлону. Дорогие друзья, рядом со мной находится один из организаторов этого замечательного мероприятия, вице-президент Федерации триатлона Канат Кельсимбеков. Канат, приветствую. Как настроение? Ой, настроение отличное. Все прошло, слава богу. Хорошо, но надо еще работать. Вы как судья и как один из организаторов, как оцениваете прошедшее мероприятие? Не скажу, что отлично, но хорошо. Надо еще обязательно развиваться. Есть определенные минуса, но я думаю, на следующий год мы исправим все и будет уже все на уровне. Конечно, многие участники еще не умеют плавать в открытой воде. Ну и надеюсь, что на следующий год и они научатся, и мы сделаем лучше. И все, акватлон тоже будет популярен среди наших любителей спорта. Ну, от имени телепроекта «Тонус» мы хотим поблагодарить вас за прекрасную организацию. И мы надеемся, что подобные мероприятия будут проводиться чаще, людей будет больше, и больше будет людей, которые будут любить этот вид спорта. Спасибо вам. Большое. Спасибо большое. Успехов. Спасибо. Среди мужчин в возрасте 16-29 лет на дистанции спринт 3-м пришел Мукамбетов Нурмухамед. 2-е место завоевал Никита Рыжих. Пальму первенства взял Александр Трибунский со временем 49 минут 10 секунд. На этой же дистанции среди мужчин возрастной категории 30-39 лет бронзовую медаль взял Айбек Надырбеков. Серебра удостоился Арман Арынов. На 1-е место пьедестала встал Ажибаев Улан. В категории мужчины старше 40 3-м стал Тойчубаев Нурбек. 2-е место у Максима Сотникова и золото у Василия Вавильченкова. Среди женщин на дистанции спринт 3-й к финишу пришла Сыздыкова Камиля. Серебряной призеркой стала Марина Алканова. Золото удостоилась Ващенко Татьяна. На дистанции Олимпик среди мужчин возрастной категории 16-39 лет 3-е место завоевал Карабеков Эрнис. 2-е место взял Николай Ведьмедь. 1-м финишировал Айтинбетов Темирлан со временем 1 час 52 минуты 29 секунд. В возрастной категории 40+, 3-м пришел Джумабеков Сабыр. Серебро у Олега Трифонова, а вот золото выиграл Ханадеев Андрей. Среди женщин на дистанции Олимпик серебряным призером стала Айзада Таналиева. Золото выиграла шатная Екатерина. Уважаемые друзья, вы стали свидетелями уникального спортивного мероприятия, первого в Кыргызстане акватлона. Я думаю, эта хорошая традиция продолжится дальше, и подобные мероприятия будут проводиться чаще. И все больше и больше людей будет вовлекаться в здоровый образ жизни. Уважаемые друзья, но это был телепроект «Тонус», который был посвящен первому в Кыргызстане акватлону. Верьте в себя, думайте только о хорошем и будьте всегда в тонусе. Нация – сильная страна!